Талантливого журналиста Бабырбека Джейнбекова его близкие и знакомые помнят патриотом своей страны. Он не боялся высказывать критику предыдущим властям, говорят гости сегодняшнего мероприятия. Бабырбека Джейнбекова не хватает сегодняшней кыргызской журналистики, политики. У нас сейчас стала нормой делить людей в политике и говорить, что один атамбаевский, другой джейнбековский, а третий бакиевский. Бабырбек Джейнбеков был окружен огромным количеством людей. Тем не менее, он никогда не применял эту форму деления. Я в свое время оценила это его качество. Он был дальновидным человеком с большим жизненным опытом. Бабырбек Джейнбеков родился в 1951 году в селе Арал Манасского района Таласской области. Свою трудовую деятельность начал в 1967 году в Кировской районной школе. Позже основал и возглавлял такие газеты, как «Алиби», «Ачык Саясат» и «Назар». Он всю жизнь преданно служил кыргызской журналистике. Его за статьи и высказывания сажали в тюрьму. Но нигде и никогда он не отказывался от своих слов и целей. А ведь не все так могут. Он был человеком с большой буквы, с такими принципами и таким сердцем тяжело было жить во все времена. У Бабырбека Джейнбекова осталось 6 детей. Младшая дочь журналиста Назира вспоминает отца добрым, справедливым и преданным своей родине человеком. Он всегда чувствовал и понимал каждого человека. Это настолько тяжело найти каждому подход, понять этого человека. У него был дар доносить до человека какие-то недостатки позже. Может быть, в тот момент он резко, грубо не скажет, но каким-то образом он доказывал свою правоту. И в окружении люди, которые были настолько говорят о его тактичности, дипломатичности. В честь 70-летия журналиста планируется открытие общественного фонда Бабырбека Джейнбекова. Ежегодно организация будет проводить конкурс среди журналистов. Помимо этого, одной из улиц села Арал Манасского района Таласской области будет присвоено имя журналиста Бабырбека Джейнбекова. Чезгуля Таева, Самат Долотаконов, 5 канал.